План развития вверенных территорий должны представить главы городов и сел в ближайший месяц. Такое поручение озвучил на совещании глава республики. Помимо прочего, на собрании обсудили меры улучшения водоснабжения в населенных пунктах региона и деятельность оперативного штаба в период священного месяца Рамадан. Все подробности далее. В рамках проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих водозаборных сооружений, в том числе и строительство объекта водоснабжения. В частности, бурение и обустройство 26 артезианских скважин, 51 километр водопроводных сетей, строительство 3 водонапорных резервуаров и 2 водонапорных емкостей, а также насосной станции, расположенной в городе Малгобек. Всего мы планируем сейчас в проектировании 26 артезианских скважин, 51 километр водопроводных сетей. В разрезе по объектам, по городу Магаз предусмотрено бурение и обустройство 8 артезианских скважин в 16 микрорайоне на территории существующей площадки водонапорных резервуаров. Назрань, вот это место, где у нас существующий водозабор, пробурить еще 14 артезианских скважин, это добавит дебит воды 40 тысяч кубов в сутки. Это как бы стратегическое направление. И от него вывести водовод до Плиева. Мы тогда обеспечим Газиюрт, Барсуки, Плиева и части Кажева водой, а Назрань тогда уже и Альтиевский водозабор будет работать чисто на Назрань, на Нарзановский, это комплекс. То есть Назрановский водозабор туда, да. А вверх, где Альтиево стоят, это чисто на Назрань. Да, да, тогда вот эти все вопросы, они как бы снимутся сами по себе. Но у нас там уже разведка проведена, в Плиево, в Газиюрте у нас воды нет, да? Там вообще воды нету, подземных вод, да, нет воды. И из-за этого там проблема. Есть Плиево в сторону Карабулака, но там она очень глубокая, 550 метров, и дебит там очень маленький. То есть добыча воды за счет электроэнергии станет нерентабельной. Так, а у нас есть понимание, как мы через федеральную трассу будем переводить? Согласование, мы сейчас на согласовании находится. Я не думаю, что там будет проблема с этим. Она доходит до Гамурзиева и поворачивает туда, в сторону, по каналу. С водоканалом мы прошли эту трассу. Понимание, как проложить эти трубы есть? Есть. Да, там метр прокола. По трассе метр прокола, да. Нет, метр прокола, там, вы смотрите, диаметр трубы там большой. Диаметр 450, чтобы забрать все 40 тысяч кубов. Это будет в первую очередь до Плиева, в магистраль попадаем. А дальше мы ее ведем до Карабулака, там, где насосная станция. Юнусбек Евкуров заявил, что информацию о строительстве водопроводных сетей в республике необходимо доводить до населения. Глава Ингушетии отметил, что совсем скоро вопрос водоснабжения в ряде населенных пунктов будет закрыт. Так, в Плиево проблему сможет решить водозабор Магазской магистрали, а жители Аршты пока обеспечат привозной водой, но в будущем они получат новые объекты водоснабжения. Выехать туда на месте, пошагово, везде пройти. В чем причина в этом селе? Потому что когда вот в Луках не было лет 5 назад, я туда выезжал сам, уже сам пошел по улицам. Одна из причин была, что многие к основной трубе подсоединились не соответствующим диаметром трубы, а в разы больше, 4-5 раз превосходящим. И воду на входе в село забирали они. А уже в центре села, в конце тем более, воды не хватает. Хотя село получает там необходимое количество дебит воды. И тот, кто больше воды получает, у него получается, что питьевая вода, она используется на все случаи жизни. Хотя есть техническая вода, есть другие механизмы. В том числе заправки. И особенно мойки. Когда в селе, в городе, на улице воды нет, но тут же мойка стоит, которая подключена к центральному водоканалу. А не техническая вода, не циркуляция воды. Далее о работе оперативного штаба при правительстве Республики Ингушетия по обеспечению бесперебойного электро-, газа и водоснабжения в период священного месяца Рамадан рассказал заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Ужахов. Штаб осуществляет прием обращений от населения и оперативно реагирует на них. В период с 15 мая по 29 число в оперативный штаб поступило 180 обращений граждан, в том числе по электроснабжению 65 обращений, по газоснабжению 7 обращений, по водоснабжению 108 обращений. Причинами обращения населения в оперативный штаб стали следующие аварийные случаи. Аварийное отключение 16 обращений по электроснабжению, замыкание 30 обращений и обрыв сетей 19 обращений. По водоснабжению
жаловались на низкое давление воды – 32 обращения, порыв трубопровода – 26 обращений, нехватка воды из-за интенсивного разбора – 37 обращений. Глава Ингушетии в продолжении темы сказал о необходимости исключения всех плановых ремонтных работ на период прохождения священного месяца Рамадан. Кроме того, он отметил, что по каждому случаю отключения электро-, газа и водоснабжения разбираться должны отдельно. Провели вы расследование по каждому этому обращению. Что соответствует действительно, что есть ли у вас документальное подтверждение вот этим расследованием? Почему этот вопрос на примере одного села, чтобы не затрагивать те села, где больше всех этих проблем? Если вы не будете разбираться, пока вот у нас пройдет этот месяц, уже полмесяца прошло Рамадан, а у нас нет ни одного даже взыскания по факту вот этих случаев, и по факту оперативного реагирования. Мы же об этом говорили с вами. И представители правительства, вы, и все главы муниципальных образований и руководители ресурсоснабжающих организаций. Почему в течение часа? Почему не в течение 20 минут? Почему сутки? Почему не полчаса, не час, не два? Об этом же разговор. Да. И вы с этими людьми должны выезжать и разбираться. Если с Алиевка позвонили, почему глава говорит, что вода была, а свет был, а он пишет, звонит, что света нет. Кто виноват? Понятно, что мы за всеми не успеем, но для этого есть сельские поселения, руководители, для этого есть там ресурсоснабжающие организации, муниципальные власти. Ну же в этом весь смысл был. Почему я и раньше всегда об этом говорил? Если на улице какой-то там провод упал, почему этот провод никто не замечает, кроме тех, кто там, просто посторонних людей? Это раз. Но если он упал, этот провод, надо все это восстановить, то вот эта вся улица должна там видеть руководителя хотя бы районного, который там вместе с ними находится. А не так, что руководителя нет, никого нет, люди звонят, и еще больше ажиотажа. Также руководитель субъекта акцентировал особое внимание глав населенных пунктов на необходимость благоустройства территории. Туда входят все, в том числе в Россельхознадзор, надзирающие структуры туда входят. Эта комиссия едет, где трава выкошена, где бурьяном заросло, где экология, где не экология. Где дороги не так, где перекрестки там заасфальтированы, где ямы заложены. Утвердите эту комиссию. Возглавить кто-то там из вице-премьеров и вперед. Конкурс через неделю, там, до 10-го мне доложите. Дороги посмотреть, особенно на перекрестках посмотреть. Там, где Пагжак, Сурхот, Альвер, везде, например, везде. И в селах все эти дороги сейчас, комиссия Ларри, вы бы уже знали, сколько надо машин щебенки на каждое село, чтобы они их не покупали. И карьеру управления доставляете, и все это там как-то хотя бы эти Пагжак, нанести. Разметки сделать. Пешеходки, лежачие полицейские. Вокруг мечети, вокруг навести порядок. Таради улица, и волчан, чтобы там что-то было. Именно это дело. Где-то подкрасить, освежить что-то. Асфальт положить. Везде, йорк-дай. Каждый жгуна волчан, они увидели разницу. Хотя бы лицевая сторона, басртух. Куанары, асфальт, был. Далее министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Рашид Суров доложил о строительстве объектов социального значения на территории муниципальных образований в 2018 году. Всего в 2018 году по линии Министерства строительства планируется 37 объектов. Изначально их было 23 объекта. Сейчас они идут по 5 федеральным программам с общим объемом финансирования 3,4 миллиарда. В случае, если эти 5 школ, которые мы дополнительно попросили, пройдут, плюс 2,6 миллиардов еще. Всего планируется по линии Минстроя 15 школ, объекты благоустройства 1, детские сады 17, объекты здравоохранения 3, жилой дом 1. Это мы начинаем, и там есть те, которые переходящие, которые... Да. Так. Глава Ингушетии подчеркнул необходимость разработки главами администрации населенных пунктов плана развития веренных им территорий на ближайшую перспективу. На его подготовку он дал месячный срок. Рина Цычоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.